Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в регионе на понедельник, 15 марта. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной. По данным Управления Роспотребнадзора, на настоящий момент выявлено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом за сутки в городе Якутске зарегистрировано 20 новых случаев. Необходимо обратить внимание на выявленные случаи в Чурапчинском улусе, в котором за последние сутки выявлено 5 новых случаев, для которых характерно выявление в 6 населенных пунктах Чурапчинского улуса. В связи с чем соответствующие задачи по усилению, особенно сейчас в предканикулярное время, поставлены перед оперативными штабами именно Чурапчинского района. 2 случая выявлено в Мирнинском районе и по одному случаю в Вилюйском, Горном и Нерюнгринском районе. На настоящий момент за сутки было проведено 870 исследований. Всего с начала пандемии в республике проведено 987, 281 тест на новую коронавирусную инфекцию лабораториями, которые работают в Министерстве здравоохранения, а также лабораториями Управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание на, как я уже сказала, осложнение ситуации в Чурапчинском, Вилюйском районах, в которых также есть, а также в Горном районе, в котором есть семейные группы, семейные контакты. И сегодня вновь у нас стали появляться завозные случаи, связанные с тем, что приезжают лица из других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, еще раз обращаю внимание и жителей республики, и руководителей оперативных штабов на необходимость соблюдения мер и добровольной самоизоляции, и мер сохранения вокруг себя людей для того, чтобы не распространять инфекцию. На настоящий момент в республике продолжается вакцинирование населения. На 15 марта из поступившей в республике вакцину использовано 98,6% от поступившей вакцину республики. Завтра, 16 марта, мы ждем новую информацию по поступлению новой партии вакцины и, соответственно, все наши соответствующие медицинские пункты. Запись продолжается, готовы к тому, чтобы проводить вакцинирование в централизованном порядке. Приоритет при вакцинировании также будет отдаваться пожилым гражданам. Сегодня главой Республики Саха-Якутия будет объявлено о продолжении режима повышенной готовности до 31 марта 2021 года. При этом, исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, проведено ряд мероприятий, которые привели к тому, что мы сегодня, соответственно, указом главы, подготовили предложения, по которым разрешается проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий по согласованию с республиканским оперштабом. Согласование с республиканским оперштабом требует каждое проводимое мероприятие по ходатайству районных оперативных штабов с определением как соблюдения мер санитарно-эпидемиологических позиций, так и количества участников в зависимости от площадки и санитарно-эпидемиологической ситуации. Кроме того, принято решение об увеличении загрузки зрительных залов до 75% в кинотеатрах, в театрах и в концертных организациях. Ситуация, которая у нас на настоящий момент существует, показывает, что практически все учреждения продолжают и соблюдают достаточно четко режим, непосредственно который дезинфекции предусматривается для них, поэтому, соответственно, и предложено увеличить количество до 75%. Ну и кроме того, разрешается деятельность парков культуры и отдыха и аттракционов. Необходимо обратить внимание, что отменяется требование о закрытии объектов для проведения генеральной санитарной уборки помещений. При этом организации обязаны проводить их еженедельно в удобное для них время. Мера, которая была направлена на
генеральную санитарную уборку помещений, закрытие самих учреждений, закрытие объектов, торговых учреждений, конечно же, дала нам возможность прежде всего и снизить, и порог заболеваемости, и, соответственно, дала возможность не распространять инфекцию. Поэтому, несмотря на то, что дни четко будут не определены указом главы Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание на то, что генеральная уборка и дезинфекция должна в обязательном порядке проводиться. Только что закончился республиканский оперативный штаб под руководством главы Республики Саха-Якутия, на котором поставлены в том числе ряд задач, связанные с обеспечением дезинфекции школьных пространств как до каникулярного времени, так и после каникулярного времени, особенно тогда, когда школьное пространство используется для проведения избирательной кампании на территории нашей республики. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в Якутии. А мы продолжаем наш эфир выпуском новостей. Вы смотрите новости. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Больных коронавирусом в стране за последние сутки стало больше на 10 тысяч. Когда, по мнению специалистов, ждать всплеск заболеваемости? Облегчает работу медиков и ускоряет документооборот. Якутская больница стала пилотной площадкой для апробации программы помощника. Молодежный фестиваль «Мусу Стар» поможет реализовать идеи. Есть возможность получить грант на солидную сумму. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 тысяч человек. Общее количество инфицированных достигло 4 миллионов 390 тысяч. Это 3% населения страны. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в республике Тыва и Сахалинской области. Наибольшее число заболевших за сутки было выявлено в Санкт-Петербурге – 937 случаев. На втором месте Московская область – 605 заболевших. На третьем – Нижегородская область. Там заразились 365 человек. Между тем, вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России осенью. По мнению профессора кафедры вирусологии МГУ Алексея Грановского, кривая в нашей стране снижается, однако к осени возможен подъем, потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание, отметил он. Вирусолог подчеркнул, что избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация. Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет, напомнил профессор. Аграновский также заявил о необходимости вакцинации для переболевших россиян. По его словам, естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода, и им потребуется прививка. В России создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса, но и его количество. Это дает представление о вирусной нагрузке инфицированного. С помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК COVID-19 можно определить в любых биологических материалах человека – мазках из носа и рота глотки, мокроте, фекалиях, плазме, крови и других образцах. В настоящее время разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного свидетельства в России. Отметим, что себестоимость теста на уровне стандартной ПЦР, уточнили специалисты Роспотребнадзора. К другим темам Михаил Мишустин проведет сегодня заседание комиссии по развитию Дальнего Востока. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Проблемы в развитии региона обсуждались на совещании, которое президент России Владимир Путин провел 10 марта с членами правительства. На нем российский лидер обратил внимание на несколько принципиальных вопросов, нуждающихся в анализе и проработке. Так он потребовал оценить причины недостижения ряда показателей концепции демографической политики. Путин обратил внимание, что в некоторых регионах округа скорая медицинская помощь работает не круглосуточно. Также он указал на необходимость решения вопросов в сфере транспорта, сельского хозяйства, обеспечения жильем и других.
Роскосмос и служба спасения Якутии вывезли первую партию с разделенными фрагментами крупной части центрального блока ракетоносителя «Союз-2», обнаруженного в Кобяйском улусе. Представители Минэкологии региона на месте обнаружения фрагмента повторно отобрали пробы природных сред. В соответствии с договором между Роскосмосом и Якутией все фрагменты в районах падения подлежат эвакуации и утилизации на космодроме «Восточный». По плану работ полная эвакуация фрагмента должна завершиться 19 марта. Пожарные извещатели установили в домах 1000 семей в Якутии. Современное оборудование установили в 67 населенных пунктах Горного, Намского, Татинского и Усть-Алданского районов. Устройство автоматически реагирует на определенный уровень концентрации дыма. В нем объединены источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и оповещения. При срабатывании он издает громкий звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих. В современных автономных извещателях для оповещения монтируется GSM-модуль, который обеспечивает дозвон на мобильный телефон. Такие модули позволяют одновременно передавать звонки и СМС-сообщения о пожаре на телефоны 6 человек. Извещатель без замены может работать круглосуточно и беспрерывно до 3 лет. С сегодняшнего дня завершается первый этап зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов, после чего все карточки передаются в Департамент охотничьего хозяйства и на их основании устанавливают численность, определяют квоты и лимит добычи в следующий охотсезон. Мониторинг численности диких животных проводится по 3 категориям. Так называемая перепись осуществляется по маршрутам. В общедоступных охотничьих угодьях насчитывается 2170 маршрутов. На сегодняшний день полевая работа выполнена на 100%. Заранее запланированы схемы учетных маршрутов, то есть они располагаются таким образом, только по лесу идти. Надо, чтобы равномерно было и поле, и лес. Это делается для того, чтобы охватить все свойственные и несвойственные угодья. Исследуемые территории распределяются равномерно по всей площади района и выводится средняя численность. То есть не должно быть так, что прошелся именно по свойственным угодьям, где там много косули, а потом в последующем при камеральной обработке уже не такие точные данные будут. В Алекминском районе 2 дня работала группа от ресурсного центра агропромышленного комплекса республики. Целью визита стало повышение экономических и правовых знаний сельчан, а также разъяснение по оформлению бизнес-проектов. Елена Фаст подробнее. В этом году Министерство сельского хозяйства республики планирует субсидии и гранты по 33 видам. Кстати, получателями могут стать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, это у нас грант «Агростартап» и крестьянские уже действующие индивидуальные предприниматели, то есть главы крестьянских фермерских хозяйств. Это у нас разного рода субсидии и гранты под тем или иным видом деятельности. Ожидается много изменений. В прошлом году и ранее участник должен был иметь не менее 40% от суммы. Сейчас возможно распределение софинансирования 80/20. В позапрошлых годах, 3-4 года назад, было уровень софинансирования, структура софинансирования была 40%, требовалось от самого участника, то есть то в этом году уже у участников появится возможность иметь только собственных средств в размере 20%. В этом году участие в конкурсах от Алекминского района планируют принять не менее 10 человек. По нашей заявке к нам приехала рабочая группа по улучшению знаний экономических и правовых по сельхозтоваропроизводителей наших, участников потенциальных программ «Агростартап» и «Семейный фермер». Информация полезная, делятся впечатлениями слушатели. Вообще исчерпывающая информация. Очень хорошо, и мы благодарны Управлению сельского хозяйства. 2-й год проходят такие курсы, что не нужно нам самим выезжать в город Якутск, не смотреть там по Zoom, а живое общение. Среди них не только опытные фермеры, но и те, кто только начинает. Хотим развивать. У нас в деревне очень мало коров, даже чтобы мясо, чтобы было, молоко, масло, да, для этого нам надо. А мы уже давно интересуемся, вот агростартап, да, нас в этом году хотим участвовать. Мы уже 2-й год хотим, 1-й год только слушали, вот в этом году мы уже планируем участвовать. Мария Терентьева имеет большое хозяйство, уверена, есть куда развиваться и дальше. Меня заинтересовало разъяснение по участию в гранте.
Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. У жителей Якутии есть возможность получить 1,5 миллиона рублей в виде гранта. Продолжается прием заявок на конкурс в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». В конкурсе могут принимать участие граждане России в возрасте от 14 до 30 лет включительно, подтвердившие участие в форуме. Максимальный размер гранта – 1,5 миллиона рублей. Соискатель вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 9 номинаций. Прием заявок завершится 21 марта в 14:00 по московскому времени, сообщается на сайте Росмолодежи. Якутская городская больница номер 3 стала пилотной площадкой для апробации программы Voice to Med. Данный продукт распознает речь врачей и переводит ее в текст. Тем самым облегчает работу медиков и ускоряет документооборот. Также в программе предусмотрена возможность установки определенной команды, то есть по кодовому слову найти нужный пункт и заполнить его. Еще одно преимущество Voice to Med – программа не требует подключения к интернету, а поддержка специализированных словарей позволяет распознавать и корректно оформлять медицинские термины. Программу пока установили в кабинете компьютерной томографии и УЗИ. В последующем хотят установить ее во всех медицинских кабинетах. Врач больше внимания будет уделять осмотру, личному осмотру пациента. Вот смотрите, да, врач будет ходить с наушником, будет расспрашивать, говорить, и в это время он будет осматривать пациента. Но мы себе такое представляем. В конце проекта, я так думаю, что-то исполнится, но в принципе в других регионах это уже идет вовсю. Я так думаю, что наша республика тоже идет в ногу со временем. Наша больница оказалась как бы проектным объектом, да. В республике продолжается 11-й театральный фестиваль «Желанный берег». Участие в нем принимают ведущие театры республики. Фестиваль организован Союзом театральных деятелей Якутии при поддержке Минкультуры региона и проходит один раз в 2 года. За месяц члены жюри онлайн и офлайн отсмотрели порядка 20 спектаклей. Выбрать победителей предстоит по 9 номинациям. В этом году финал с вручением статуэток премии состоится с участием зрителей. Церемония пройдет 27 марта в Саха-театре имени Аюнского. В завершении о спорте. В Якутске прошел чемпионат республики по волейболу среди женских команд первой лиги. Всего участие в соревнованиях приняли 6 сборных из районов республики. Это Мирнинский, Усть-Алданский, Алекминский, Амгинский, Чурапчинский, а также команда города Якутска. Сильнейшими волейболистками региона стали девушки из Мирного. Как проходил турнир, знает Сарглан Неустроева. 6 команд, 5 районов и не право на ошибку. В этом году чемпионат республики по волейболу – это первые соревнования за долгий период. Приходить в форму девушкам пришлось в очень сжатые сроки. Подготовка очень тяжело давалась. Естественно, сейчас сказывается волнение. Первые официальные крупные соревнования после долгого перерыва. Тренироваться практически всем негде было. За неделю, за 2 до чемпионата опустили в спортивные залы. Я думаю, это у всех команд так. По ходу чемпионата команда набирает. Девчонки стали увереннее себя чувствовать и в защите больше страхуют. И самое главное, стали играть наглее в нападении. Тем не менее, каждая из команд была в равных условиях. Однако самый лучший результат традиционно показали волейболистки из Амгинского района. Именно они стали главными соперницами для еще одной лидирующей команды города Якутска. В прошлом году они должны были участвовать в открытом чемпионате Хабаровска, но по понятным причинам участие в нем пришлось отложить. Настрой хороший, выиграть, победить. Конечно, девчонки стараемся. Ну, вот этот перерыв, сами знаете, ну, все в равных условиях, конечно, да, то, что пандемия. Ну, мяч круглый, что можно сказать, кому повезет, тому повезет, но все настроены играть, выигрывать. Самое главное не ругаться на площадке, поэтому мы стараемся этого избегать, быть, наоборот, на позитиве. Впереди у спортсменок еще один чемпионат, на этот раз в 5-й летней спартакиаде России среди молодежи. Впервые второй этап по волейболу пройдет в городе Якутске и стартует уже в апреле. И приедут молодежные команды примерно 8 регионов Дальнего Востока. Почти полмесяца будем соревноваться и среди
девушек и среди юниоров. Тем временем еще до оглашения результатов стало известно, за золото поборются 3 команды – сборные Якутска, Амгинского и Мирнинского районов. Именно они показали самые высокие результаты. Саргалана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. На этом у меня все. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.